والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا Мухаммад وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. Следующий хадис, Китабуль Джамия. Говорит автор, рахимахуллаху та'аля, «Ва анху, рады Аллаху анху, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر يحقر أخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه أخرجه مسلم». «Ваанху» от него же, от кого? От передатчика предыдущего хадиса, то есть от Абу Хурейры, ради Аллаху та'аля, который сказал посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям: «Ла тахасаду», не проявляйте зависти друг к другу, «Валя танаджашу», и не поднимайте цен друг для друга, «Валя табагаду», и не проявляйте ненависти друг к другу, «Валя тадабару», и не отворачивайтесь друг от друга, «Валя яби' ба'дукум аля бей'i ба'д», и пусть один из вас не продает в обход продажи своего брата, «Вакуну ибад Аллахи ихвана», и будьте рабы Аллаха братьями, «Аль-муслиму ахуль муслим», мусульманин брат мусульманина, «Ля язриму», не притесняет его, «Валя яхзулу», и не оставляет его без помощи, «Валя яхкиругу», и не проявляет к нему презрения, «Ат-таква хагуна», богобоязненность здесь, и показал 3 раза пророк, алейхиссалату вассалям, на грудь. «Бихасби имри'ин мин аш-шарр», достаточным злом для человека является яхкир ахахуль муслим, презирать своего брата мусульманина. Каждый мусульманин неприкосновенен для другого мусульманина, неприкосновенна его жизнь, неприкосновенно его имущество, неприкосновенна его честь. Хадис, который привел имам Муслим. Этот хадис, он указывает на великие нормы нравственности и благопристойности ислама. К ним побуждает пророк Аллаха, Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям. Посмотрите, какие здесь заветы. «Ля тахасаду», не завидуйте друг другу. Это не означает, что речь идет только о взаимной зависти. Первый завидует второму, второй первому. Нет, здесь речь идет о зависти как односторонней, так и двухсторонней. Человек не должен завидовать своему брату мусульманину, не должен питать зависть. Что такое зависть? Мы говорили с вами о том, что большая часть ученых говорят, что зависть – это когда человеку не нравится, что Аллах дал кому-то какую-то свою милость, и хочет этот человек, чтобы от того брата эта милость ушла, чтобы лишил Аллах того брата этой милости, которую он ему дал. Шейх аль-Ислам ибн Таймия дал более общее определение, что такое зависть. Это определение на самом деле более точное. Зависть – это вообще нежелание человека, чтобы у кого-то была какая-то милость Аллаха субхану ва тааля. Если есть у человека нежелание, чтобы у брата была какая-то из милости Аллаха субхану ва тааля, это уже есть зависть. Даже если человек не хочет, чтобы эта милость ушла от того человека, то есть у него нет такого желания, но просто ему не нравится, что у того брата есть это, Аллах ему дал, это уже что? Зависть. Даже если он не помышляет о чем? О лишении того брата этой милости. «Ля тахасаду», не завидуйте друг другу. Зависть из больших грехов. Из больших грехов, потому что, как сказано в хадисе, из тех деяний, которые сбривают, что религию человека. Зависть ведет к ненависти, она сбривает религию человека, то есть лишает его религии. Итак, «Ля тахасаду», не завидуйте друг другу. «Валя танаджашу», не поднимайте друг для друга цен.
Что это такое? Что такое мунаджаша? Уляма, ученые разъясняют это. Это когда какой-то человек старается сделать все, чтобы другой купил какой-то товар по более высокой цене. Хочет поднять искусственно цену для того, чтобы навредить этому брату, либо для того, чтобы помочь продавцу, либо и для того, и для другого. Понятно? Это называется как? Надж. Это называется мунаджаша. Запретил это пророк, алейхиссалату вассалям. Пример первого случая. Когда человек поднимает цену, стремится поднять ее, чтобы навредить брату, покупателю. Каким образом? Продается товар. Продается какой-то товар. И он увидел, что человек, которого он не любит, есть у него какая-то нелюбовь к этому его брату-мусульманину, что он хочет купить этот товар. И он тоже вступает в торг, в торги вступает, начинает поднимать цену. Предположим, этот брат договаривается с продавцом, что он продаст товар за $100. Этот не хочет купить товар, но он хочет навредить покупателю. И он начинает тоже торговаться и говорит: нет, а я даю 110. Хорошо, когда тот поднимает тоже до 110, он говорит: а я даю 120. Для чего он это делает? Хочет купить товар? Нет, он хочет навредить этому брату, покупателю, которого не любит. Либо, может быть, другая цель, это тоже запрещено. Значит, он хочет помочь продавцу, продать подороже. И он делает вид, что как будто он хочет купить товар и начинает что? Давать цену большую, чем дает этот покупатель. Для чего? Чтобы помочь этому продавцу продать подороже. Это тоже нельзя. Бывает, что человек преследует обе цели. Хочет покупателю навредить и в то же время хочет помочь продавцу. Какая бы ни была цель, это что? Запрещено. Это запрещается. Дальше сказано: «Валя табагаду». Не проявляйте ненависти друг к другу. Пусть не будет такого, что вы, мусульмане, вы верующие, вы братья, ненавидите друг друга. Как правило, ненависть бывает взаимной. Обычно бывает так. Если кто-то ненавидит человека, тот человек тоже ненавидит его. Как правило, так устроены люди. Если любит кто-то кого-то, то и тот любит его. Если один ненавидит другого, то и другой ненавидит что? Первого. Обычно так бывает. Поэтому удивительно, когда один любит, а другой ненавидит. Это редкие случаи. Поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, сказал своим сподвижникам: как вы не удивляетесь любви Мугиса к Барире, в то время как Барира ненавидит Мугиса. Это известная история. Была женщина, рабыня, которую звали Барира. Эта женщина получила свободу. Кто выкупил ее у ее хозяев? Айша, радиаллаху та'аля анха, выкупила ее невольницу у ее хозяев, и она стала свободной. Когда она стала свободной, ее муж Мугис остался невольником. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям сказал ей, Барире, сказал: ты теперь имеешь право на выбор. Если хочешь, останься вместе со своим мужем. Муж невольник. И он, если решишь остаться с ним, он будет твоим мужем дальше. А если хочешь, тогда ты можешь расторгнуть этот брак. То есть ты сама имеешь право теперь решать. Она сказала: я хочу расторгнуть этот брак. Я не хочу жить с Мугисом. Когда Мугис узнал это, он так сильно любил ее, что это решение Бариры произвело на него очень тягостное впечатление. Он стал ходить за ней по рынкам Медины и упрашивать ее остаться. И плакал от горя, потому что он очень сильно любил Бариру. А она ненавидела его, не любила его, поэтому и не жалела. И не хотела жить вместе с ним и оставаться вместе с ним. Мугис обратился к пророку, алейхиссалату вассалям, чтобы тот поговорил с Барирой, походатайствовал. И пророк, алейхиссалату вассалям, мы знаем, он был самый великодушный из людей и имел самый прекрасный нрав. И поэтому он
поговорил с Барирой, походатайствовал за ее мужа, сказал, может быть, ты вернешься, вернись к нему. Она сказала, посланник Аллаха, если ты мне приказываешь, тогда я слушаюсь и повинуюсь. Посмотрите, как сподвижники. Когда Пророк говорит что-то приказывает, все, никаких не может быть рассуждений. Она говорит, если это приказ, я делаю это. Все. Без обсуждений. Но если это просто совет, как просьба, хорошо, как совет, то тогда я не нуждаюсь в нем. Пророк сказал, нет, это просто совет. Она сказала, нет у меня в нем нужды. Поэтому Пророк говорит, как вы не удивляетесь любви Мугиса к Барире, в то время как Барира ненавидит его, ненавидит Мугиса. То есть так сердца, как правило, они всегда обмениваются чувствами. Хорошо? Если одно ненавидит, то второй тоже ненавидит. Если одно любит, второй тоже любит. Пророк говорит, ля табагаду, не проявляйте ненависти друг к другу. Дальше сказано, валя тадабару, не отворачивайтесь друг от друга, то есть не поворачивайте друг другу спины. Здесь речь идет как о том, что мусульмане в физическом плане не должны друг другу поворачивать спины, отворачиваться друг от друга. Так речь идет и о разногласиях духовного плана между ними. Между верующими не должно быть разногласий, их сердца не должны быть отвращены друг от друга. И это завет нам от пророка, алейхиссалату вассалям. Посмотрите, если возникают какие-то разногласия, такие разногласия, которые в религии являются приемлемыми, и у твоего брата, у него есть доводы, также из Корана и Сунны, и его путь это не отвергнуть доводы, а тоже следовать за доводом, но мнение, которого он придерживается, по вопросу фикха, какое-то другое мнение. Как часто у людей это ведет к ненависти. Люди начинают ненавидеть друг друга. Сердца отвращаются друг от друга. Начинают люди предостерегать друг от друга. Называть друг друга нечестивцами, фасиками. Или называть друг друга ахлюль бида, последователями бидата. Недопустимо это. То же самое и в физическом плане. Отворачиваются друг от друга. Встречаются люди, отворачиваются друг от друга. Или сидят где-то рядом, и кто-то поворачивается к другим спиной и сидит так спиной, повернувшись спиной к своим братьям. Нельзя. Шейх Усаймин, рахимахуллах тааля, он всегда практически, когда говорит об этом хадисе, о словах ля тадабару, не поворачивайте друг другу спины, он упоминает вопрос о том, что когда совершен намаз, заканчивается намаз коллективный, некоторые люди выдвигаются вперед на 5, на 2 пяди, садятся перед другими из ряда. То есть есть ряд один сплошной. Хорошо. Заканчивается намаз, и кто-то берет и вперед выдвигается так, что другим становится видна его спина. То есть поворачивается спиной к другим. Это, говорит он, боюсь, что тоже относится вот к этому вопросу. То есть поворачиваются спиной к своим братьям-мусульманам. Некоторые говорят, ну тесно в ряду, а что мне делать? Что мы скажем? Другие есть выходы. Мечеть большая, уйди в другую сторону, где-нибудь сзади есть место, иди туда. Или куда-нибудь, наоборот, вперед подальше уйди, там сядь где-нибудь. Но не так, чтобы ты сидел рядом с братьями в одном ряду, закончился намаз, и ты выдвинулся вперед и обратился к ним своей спиной. Нельзя так делать. Хорошо? Дальше сказано, «Валя яби' ба'дукум аля байи ба'д». Пусть одни из вас не продают в обход продажи его брата. Это также из норм благопристойности ислама, что человек не должен продавать в обход продажи его брата. Как это так? Чтобы было понятно, о чем идет речь. Какой-то человек продал другому человеку какой-то товар, предположим, за $10. За 10. Продал ему. Этот человек, узнав, что тот продал, говорит покупателю, я тебе продам такой же товар за 9. Или говорит, я продам тебе за 10, но лучший товар. Товар лучше, чем тот, который ты купил. Можно так поступать? Нет, потому что это и есть продажа, в обход продажи твоего брата. Сейчас человек, брат твой, мусульманин, продал другому человеку товар. Какое ты имеешь право идти к этому покупателю
и сбивать торговую сделку своему брату и говорить: давай я тебе продам такой же за 9 или продам лучше за ту же цену. Харам, нельзя делать это. Хорошо, здесь возможно два варианта. Мы знаем, в торговле есть такая вещь, как хияр. Хияр, то есть возможность изменить решение, возможность расторгнуть торговую сделку. То есть один человек продал другому товар, и они договорились, что есть у них срок 2 дня или 3 дня, в течение которого обе стороны могут передумать и расторгнуть торговую сделку. Покупатель может отказаться от своей покупки, продавец, наоборот, что? От своей продажи. Это называется хияр. Так вот, о чем идет речь в хадисе? Нельзя продавать поверх продажи своего брата, в обход продажи твоего брата, пока не кончился вот этот вот срок выбора, когда еще есть выбор, или после него тоже нельзя. Посмотрите, пока есть выбор. Человек продал другому какой-то товар за 10, и есть 3-дневный срок. И кто-то пошел и говорит покупателю: я тебе продам дешевле. То же самое. Что сделает этот покупатель? Конечно же, этот покупатель, поскольку есть еще что у него? Выбор, есть возможность расторгнуть сделку, он пойдет к продавцу, скажет: я не хочу твой товар, и купит у этого, верно? То есть это уже заведомо посягание на торговую сделку твоего брата. Это разрушение его торговой сделки. Можно это делать? Нет, нельзя. Понятно? Нельзя. Хорошо, а если срок вот этот вот выбора уже закончился, то есть прошли эти 3 дня, уже этот покупатель не может продавцу вернуть свой товар. Не может. Почему? Потому что срок выбора закончился. Продавец имеет право сказать ему: я не возьму теперь обратно. Все. А после этого может теперь этот человек пойти и сказать: я тебе продам такой же товар за 9 или лучше продам за 10. Ведь срок выбора уже закончился, то есть тот человек, продавец, он уже все равно что ничего не потеряет, уже он не обязан принимать обратно свой проданный товар. Теперь можно или нет? Правильное мнение, что все равно нельзя. Все равно нельзя. Почему? Потому что да, покупатель не может вернуть товар, но что возникнет у него в сердце? Возникнет в сердце сомнение. Посмотри, скажет он, этот продал мне товар дороже или продал худший товар за такую же цену. Он обманул меня, он подвел меня. Или, как сейчас говорят, он подставил меня. Хорошо. И у него возникнет ненависть к тому брату, который продал ему товар. Приведет к нарушению отношений между братьями. Или же он попытается найти в товаре какой-то недостаток, чтобы пойти и вернуть все-таки этот товар тому продавцу. Сказав: вот я нашел в нем недостаток, поэтому ты должен принять обратно, хоть и закончился срок выбора уже. Поэтому, как в течение срока выбора, так по окончании срока выбора, вести продажу в обход продажи твоего брата нельзя. То же самое касается, братья, и покупки. Хорошо, покупать в обход покупки твоего брата также нельзя. Каким образом? Это наоборот, человек не к покупателю идет, а к продавцу идет. И говорит продавцу: вот ты ему продал за 10, а я бы у тебя купил за 11. Продай мне за 11. Хорошо? Нельзя. То же самое касается договора аренды. Ты сдал в аренду ему по 15, а я бы у тебя по 20 взял в аренду. Или наоборот, тому, кто взял в аренду, сказать: ты у него взял в аренду по 15, а я тебе отдам за 14 или за 10. Тоже нельзя. То же самое касается и помолвки. Хитба, когда сватается брат какой-то женщине. Можно пойти в обход помолвки этого брата также посвататься туда? Или нет? Нет, нельзя. И на этот счет есть отдельный хадис. Пророк, алейхиссалату вассалям, говорит: «Ля яхтуб аля хитбати ахи». Пусть не сватается в обход сватовства своего брата. Нельзя это делать. Кто-то говорит: но это нельзя, когда человек, который отправляется к этой женщине, к ее семье, он заведомо знает, что, скорее всего, если он придет, тому откажут, дадут согласие ему, потому что он моложе, или потому что он богаче, или потому что у него больше знаний,
или еще по каким-то критериям. В таком случае нельзя. А если он старый, а тот, который уже посватался, молодой? Если тот, который посватался, красивый, он некрасивый? Тот богатый, он бедный? Тот здоровый, он инвалид? То есть, как бы заранее преимущество на стороне того. Тогда можно, говорят некоторые, нет, все равно нельзя. Все равно нельзя, потому что запрет он какой? Общий. А потом откуда ты знаешь? Разные бывают женщины. И непредсказуемые бывают женщины. Может, она пожалеет, наоборот, скажет, смотри, этот бедный инвалид. Лучше-ка я его пожалею, за него выйду замуж, например. Хорошо. Поэтому нельзя в любом случае. Нельзя свататься в обход сватовства твоего брата. А когда можно? Хорошо, посватался кто-то какой-то женщине. Что теперь никогда нельзя, значит, свататься потом к этой женщине? До каких пор? Мы говорим, есть правило. Если семья той женщины, опекун той женщины, та женщина отказала первому посватавшемуся, вот тогда что? Ты уже можешь идти свататься. Потому что того уже что? Отвергли. Ты можешь пойти. Хорошо? Еще когда можно пойти? Можно пойти, если первый, который посватался, разрешил тебе пойти. То есть пошел человек к этому, который уже посватался, и говорит, я знаю, что ты посватался к такой-то женщине. Разреши мне посвататься. Уступи мне. Если тот человек разрешит, нет проблем, иди сватайся, но только здесь есть одно условие. Если ты не думаешь, что этот человек согласился, потому что просто постеснялся. Бывают такие люди, ему было стыдно сказать, нет, я не хочу, я сам хочу жениться на ней. Просто постеснялся из-за смущения, особенно если это человек какой-то уважаемый. Постеснялся и сказал, ну хорошо, посватайтесь. Можно тогда идти свататься? Нет, нельзя, потому что этот человек на самом деле он не отказался. И он не хотел отказаться. У него желание осталось, просто он постеснялся тебе сказать, высказать свой отказ. Далее сказано, «Вакуну ибад Аллахи ихвана». Будьте рабы Аллаха братьями. Посмотрите, это предложение можно понять двояко. «Вакуну ибад Аллах». Будьте рабами Аллаха. А можно понять как? Будьте о рабы Аллаха братьями. И то, и другое правильно. Хорошо? И так понять правильно. В чем отличие двух пониманий? Первое понимание, будьте рабами Аллаха, братьями. То есть вы все вместе поклоняетесь Аллаху Субхану ва Тааля, единому Господу, единым поклонением, будучи братьями. Либо, ибад Аллах здесь обращение. Куну ибад Аллах, будьте, о рабы Аллаха, братьями. Далее говорит пророк, алейхиссалату вассалям, о том, что мусульманин, он брат другому мусульманину. И сказано, что он не притесняет своего брата, то есть не совершает зульм. Не совершает зульм. Несправедливость в любом виде недопустима между братьями, между мусульманами. Несправедливость недопустима вообще. Нельзя притеснять никого, даже неверующим, а нельзя притеснять. Нельзя поступать несправедливо. «Валя яхзулюху» сказано, мусульманин не оставляет без помощи своего брата мусульманина. Не оставляет без помощи. Что это значит? Это значит, когда тому нужна поддержка, нужна помощь. Нельзя оставить его без помощи. Ты видишь, что твоего брата притесняют, что на него напали, что поступают с ним несправедливо. Можешь ты повернуться и уйти и оставить его без помощи? Нет, нельзя. Если ты видишь, особенно, что этот человек, он из праведных людей, и он призывает к одобряемому, держит порицаемого, и кто-то из нечестивцев или из невежд позволяет себе бить твоего брата, унижать его, оскорблять, ругать, можешь ты оставить его без помощи? Нет. Сюда же к оставлению без помощи относится отказ идти и свидетельствовать в пользу твоего брата. То есть есть судебная тяжба. И ты знаешь, что твой брат, он прав. Что истина на его стороне. И ты свидетель. Ты видел или слышал. Ты можешь засвидетельствовать в пользу твоего брата, но ты не идешь. И не помогаешь твоему брату. Это тоже относится к чему? Вот к этому. Оставить твоего брата без помощи. Далее сказано «Валя яхкиру».
И не может мусульманин презирать другого мусульманина. То есть относиться презрительно, свысока. Причем это презрение может выражаться словами и действиями, а может просто быть в сердце. И то, и другое запрещено. Да, некоторые не говорят языком, не выражают это действиями свое презрение, презрительное отношение, но в сердце есть у них презрение к этому брату. Он считает его ниже себя. Наоборот, мусульманин, он должен возвеличивать своих братьев мусульман, в своем сердце возвеличивать. Быть смиренными перед ними, скромными перед ними. Считать, что все лучше него, а он самый худший. Ат-таква ха-хуна, дальше говорит пророк алейхиссалам, богобоязненность здесь, богобоязненность здесь, богобоязненность здесь, и указывает себе на грудь, на сердце пророк алейхиссалам 3 раза. Это важность богобоязненности. Указание на то, что основа богобоязненности в сердце, там главное. Хорошо? Основа всего там. Да, внешние действия, они зависят от того, что в сердце. Если у человека в сердце богобоязненность, внешне его действия тоже будут богобоязненными. Хорошо? Но никак не должно быть так, что внешне человек богобоязненный, а в сердце у него нет таква. Нет, основа там. Самое главное это там. То, почему будет судить Аллах в судный день, это сердце. И далее сказано, «Бихасби мрием мина шар айяхкира ахаху муслим». Достаточным злом для человека является относиться презрительно к его брату мусульманину. Смотрите, достаточным злом. То есть, люди совершают зло, совершают грехи. Чтобы сказать, этот человек грешный, этот человек злодей, он совершает зло. Достаточно чего? Достаточно презрительно отнестись к твоему брату мусульманину. Не обязательно словами и действиями, просто в сердце презирать его. А если он еще и словами это сделал, или действиями, это того хуже, да упасет Аллах субхану ва тааля. Да что ты знаешь? Или говорит, да кто ты такой, чтобы разговаривать? Да такие, как ты, вообще должны молчать. Подобные слова – это презрение твоему брату-мусульманину. «Куллюль муслими аляль муслими харам», дальше говорит пророк алейхиссалам. Каждый мусульманин неприкосновенен для другого мусульманина. Он неприкосновенен, а потом разъясняет пророк алейхиссалам, в чем неприкосновенен. Неприкосновенен в том, что касается жизни, в том, что касается имущества, в том, что касается чести. Неприкосновенна жизнь мусульманина, это значит, ты не можешь убивать его или ранить его, доставить ему физическую боль. Неприкосновенно, его тело неприкосновенно для тебя. Неприкосновенно его имущество, украсть что-то, отобрать что-то. Или заявить в суде, что он мне должен, хотя на самом деле он не должен. Посягнуть на его имущество, какой-то иск предъявить, посягая на его имущество. Нельзя. Неприкосновенно имущество твоего брата. Неприкосновенно его честь. Честь неприкосновенно, это значит нельзя злословить о нем. Говорить плохо за его глазами. Или возводить клевету на него. Или упоминать о его каких-то плохих нравственных качествах. Или еще того хуже, обвинять его в каких-то грехах, которые он не делал, например, в прелюбодеянии, или в гомосексуализме, или еще в чем-то. Обвинять его. Это еще страшнее. Это что касается текста данного хадиса. Давайте разберем некоторые выводы из этих заветов посланника Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Ну, во-первых, пророк алейхиссалам запрещает нам здесь такое отвратительное, мерзкое чувство, как зависть. Зависть из малых грехов или из больших? Из больших грехов. Из больших грехов, потому что за это есть особое наказание. Плоды, к которым ведет зависть, они ужасны. Поэтому это из больших грехов, миналь кабаир. Также запрещается другой вот из этого хадиса такая вещь, как мунаджаша. Что такое мунаджаша? Поднимать цену. Не желая купить товар, поднимать цену его, чтобы твой брат мусульманин купил подороже, навредив ему таким образом или желая принести пользу продавцу.
Третий вывод из этого хадиса – запрещенность ненависти друг к другу. Мусульмане не должны ненавидеть друг друга. А если не должны ненавидеть, отсюда какой вывод сразу вытекает? Если запрещена ненависть друг к другу, значит, что должно быть? Значит, должна быть любовь друг к другу. Должна быть любовь друг к другу. И все делать для того, чтобы укрепить узы любви и братства между нами. Это на каждом ответственность лежит. К сожалению, это вещь, которой пренебрегают очень многие люди. Люди говорят о том, что да, мусульмане должны любить друг друга, но ты конкретно. Ты об этом принципе переживаешь или нет? Чтобы в своем сердце растить любовь к твоим братьям. И наоборот, если появляется ненависть к твоему брату-мусульманину, чтобы удалять это чувство, чтобы укреплять вот эти узы братства и любви между мусульманами. Ты что для этого делаешь? Другой вывод из этого хадиса – запрещенность такой вещи, как тадабур. Что такое тадабур? Поворачиваться друг к другу спиной. Мы сказали, что сюда относится как? Отворачиваться друг от друга в каком плане? В физическом плане, так и в том, что касается отношений друг к другу, то есть в духовном плане. Этот хадис указывает нам на то, что религия ислам – это самая совершенная религия, как никакая другая, переживающая о том, чтобы люди были братьями, переживающая о том, чтобы не было отношений друг к другу, которые являются несправедливостью, предостерегающая от всех нравственных качеств, которые могут привести к расколу и разногласия между верующими. Другой вывод из этого хадиса – запрещенность продажи в обход продажи твоего брата или покупки в обход покупки твоего брата. Здесь вопрос. Предположим, кто-то совершил вот такую вот сделку, уже когда брат продал другому что-то, он потом, то, что называется, отбил покупателя. Пришел и сказал, я тебе продам подешевле. Или лучше товар за такую же цену. Будет ли торговая сделка его действительной или нет? Или останется действительной та первая сделка, первого человека? Как правильно? Если возникла тяжба потом, предположим, у судьи, тот первый продал, потом пришел второй и отбил покупателя и сам продал ему что-то подешевле. Или такой же товар, но за ту же цену, но лучше. Чью сделку торговую судья должен назвать действительной, а чью расторгнуть? Вторую должен расторгнуть. Хорошо? То есть тот, который в обход уже продажи своего брата продал что-то, отбил покупателя, его торговая сделка должна стать недействительной, а должна быть признана вот та первая. Если только, конечно, тот первый продавец не скажет, хорошо, я разрешаю вам. Хорошо, я найду себе покупателя. Хорошо. Но в таком случае хорошо, если даже торговая сделка, эта вторая станет действительно, а грех снимается или нет? Здесь можно сказать, да, это право того продавца первого. Если он сказал, все, я согласен, то как бы уже и греха нет. Но мы скажем, ну еще же есть грех в отношении Создателя. Да, творение это, предположим, простило. Этот человек простил, отказался от своих прав, но ты же еще нарушил запрет Создателя, который через своего посланника сказал, что не продавать поверх продажи брата, в обход продажи брата. Другой вывод из этого хадиса, что мы должны быть рабами Аллаха, субхану ва тааля, истинными. То есть все вместе поклоняться Аллаху, субхану ва тааля, единым поклонением. Если есть какие-то разногласия между нами, братья забывают о том, что разногласия бывают такие, которые являются допустимыми разногласиями. То есть, да, есть у тебя какое-то мнение, которое ты, изучив доводы, посчитал правильным. Но у брата твоего путь его тот же. Он тоже следует за далилем. Хорошо? И он придерживается другого мнения. Да, ты видишь, что он не прав, что это мнение неправильное, что твое мнение, оно сильнее доводами. Каков путь? Назвать того человека фасиком? Нечестивцем, назвать его бедатчиком, последователем нововведений? Нет. Твой путь насыха, твой путь это наставление, твой путь разъяснение с уважением к мнению.
Потому что его-то путь такой же, как у тебя. То есть он тоже искал что? Искренний довод. Почему ты считаешь, что ты не погрешим? Почему ты считаешь, ставишь себя на уровень пророков, которые не ошибаются? Почему ты говоришь всем, что то, что я говорю, то есть непременно правильно, а другое неправильно? Надо быть очень осторожным. И вообще, братья, посланы для того, чтобы миловать мы. Это умма для того, чтобы миловать, а не для того, чтобы вешать ярлыки, наказывать, называть фасиками. Хорошо? Непременным качеством призывающего должно быть что? Рахма. Рахма. Поэтому Аллах Субхану Тааля, когда говорит про Хадыра, которому направил он Мусу, чтобы учиться у него, сказав, что есть раб, который имеет такое знание, которое нет у тебя, о Муса. Что сказано про этого раба, которому пошел Муса учиться? Чем наделил его Аллах Субхану Тааля? Рахматан ва илма. Смотрите. Милостью и знанием. Человек, имеющий знания, человек талибул илм, искатель знания, призывающий, мы забываем об этом, что нашим качеством должно быть рахма. Ты, если разговариваешь даже с человеком, который является бедатчиком, твоя цель какая? Задушить его? Забить его, уничтожить его? Или твоя цель какая? Вывести его на прямую дорогу. Указать ему прямой путь. Забываем мы это. К сожалению, забываем даже в отношениях друг с другом. Братья в отношениях друг с другом. Люди спорят непременно, чтобы доказать, что он прав. А не потому, что он хочет наставить других к истине. Другой вывод из этого хадиса, что нужно использовать в рассказе, в разговоре, в призыве, в разъяснениях такие слова, которые ведут к сплоченности людей друг к другу. Посмотрите, пророк алейхиссалату говорит: «Аль-муслим, ахуль-муслим», мусульманин, брат мусульманина. Все это для чего? Чтобы сблизить мусульман друг с другом. Чтобы сблизить друг с другом. Следующее из этого хадиса, что если есть мусульманское братство, то братство, оно отвергает такие вещи, как зульм, хузлян и аль-ихтикар. Зульм, что это? Несправедливость. Причинять другу несправедливость. Раз. Второе, что отвергает братство, непременно. Хузлян. Хузлян, это значит оставлять друг друга без помощи. Не оставляйте друг друга без помощи. Третье, что отвергает братство? Отвергает ихтикар, то есть презрение друг к другу. Презирать брата мусульманина, это из малых грехов? Нет, это из кабаиру-зунуб, из великих грехов, потому что Пророк ﷺ говорит, что бихасби мриим минаш-шарр, достаточным злом, чтобы стать злодеем человеку, достаточно, что презирать его брата мусульманина. Поэтому ты своего брата мусульманина обязан чтить, обязан видеть его важным и великим, а не так, что он в твоих глазах какой-то презренный и неважный. Хадис указывает на то, что деяния в основе своей сводятся к чему? К тому, что в сердце у человека. Да, деяния органов, они важны, но их основа, все вращается вокруг чего? Вокруг того, что есть в сердце у человека. И посмотрите, когда есть что-то важное, это повторяется несколько раз. Это сунна пророка алейхиссалату вассалям. Здесь пророк саллаллаху, желая указать на то, как важна богобоязненность сердца, несколько раз повторяет из того, что он сказал, именно эту фразу, о том, что таквагауна, богобоязненность здесь, богобоязненность здесь. И, конечно, хадис говорит нам о неприкосновенности мусульманина для другого мусульманина. Пусть эти слова не станут дешевыми, чтобы мы не повторяли их просто языками, мусульмане, неприкосновение для другого мусульманина. Не уставайте от этих слов. Не уставайте жить этими словами. Чтобы в глазах не появлялась скука, когда говорят эти слова. Потому что Аллах зульм зульмат йомаль кияма. Зульм зульмат йомаль кияма. Несправедливость – это мраки в судный день. Это то, что касается данного хадиса.